Изначально так повелось, что у кого есть гитара, и тем более, кто умеет на ней играть и знает много разных популярных песен, тот и становится душой компании, ну и, конечно же, ее королем. Но, к сожалению, таким навыком обладают не все, но мы всегда можем подпевать и восхищаться. Всем привет, друзья, меня зовут Полина Долинская. Сегодня мы находимся в необычном месте, это дом музыканта, где мы в рамках нашей программы «Испытано на себе» научимся и попробуем освоить пару музыкальных инструментов. Пойдемте вместе с нами. Здравствуйте, Дмитрий. Мы пришли к вам учиться играть на гитаре. Хорошо, присаживайтесь. Испытано на себе. Ну что, друзья, я получила свой первый инструмент, свою первую гитару в руки, на которую мы попробуем сегодня чему-нибудь научиться. Я, конечно же, не для консерватории все это хочу освоить, но как минимум хотя бы одну из песен Цоя, чтобы в компании играть бой, вот я хочу в течение нашей программы изучить и запомнить. Так, ну, попробуем, конечно. Самое главное – это понять, как правильно гитару держать. У корпуса гитары, как правило, имеется два изгиба. То есть, снизу, сверху. То есть для того, чтобы мы положили его на ногу. Вот так вот. Можно положить на левую, можно на правую. Если мы используем левую, нужно положить, конечно, на подставку вот такую вот. Ну, это все от удобства каждого? Да, или конечно, от руки? конечно. Нет, только, от удобства. То есть кому как удобнее. То есть мы Я кладем... думаю, на правой мне будет удобнее. Нет, сейчас у вас она прям хорошо лежит. То есть нужно положить на ногу сюда, себе немного прижать, да, и для того, чтобы мы именно видели в положении сидя струны. То есть струны вот видно? так, да? Да, вот, ну, чуть-чуть вот так вот. Вот так вот. Угу. Сейчас вам видно струны? Видно. Видно? Хорошо. То есть у нас их всего 6 штук. Почему не 7? Ну, бывает и 7. Ну, обычно 6. Бывает и 8, бывает и 9, бывает даже 10, бывает и 12 даже. Тут у нас обычно 6. Ну, так придумали. Если бы я знал, я бы сказал, наверное. Я просто песню слышала, гитара семиструнная. Ну, это, видимо, русская гитара старая. Раньше А это тогда какая? испанская. 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 То есть по национальности инструмента тоже можно определить по количеству струн. Наверное. Хорошо. Так, ну обычно их 6, де-факто 6. То есть в популярной музыке, в рок-музыке, в эстрадной музыке их, как правило, 6. Ну, бывает и 7, ну уже там тоже. Ну, от случая к случаю зависит. Нужно понимать, что у нас есть первая струна, это вот самая тоненькая. То есть, соответственно, самая толстая у нас будет какой? Верхняя. Верхний. А по счету будет? Шестая. Шестая, да. То есть первая всегда внизу, шестая всегда наверху. Меня всегда интересовало расположение струн у гитары. Это аналогия нотного стана? Ну, скорее нет. То есть там тоже есть, ну, схожая, как это, аналогия, не аналогия. То есть тоже идет как бы на повышение, на понижение. То есть там та-та-та. Просто интервал идет больше разброс. То есть там идет там до, ре, ми, фа, соль, си. Тут идет наоборот. Там ми, си, соль, ре, ля, ми. Ми. Чуть-чуть другое. Вот это ми, си, соль, ре, ля, ми. а нота до? До, она вот. Ну, их тут много. Их тут много, тут их хватает. В чем тут суть гитары? В том, что одну и ту же ноту можно взять на разных местах. То есть нота до, она есть вот здесь есть та же самая, там сейчас, не знаю. Тоже вот нота до есть. Ну, как бы она... Это первая октава. Да, вот. Наверное, первая. Не буду умничать. Так. Ну, допустим, я знаю, что ноту ми можно взять здесь. Вот у нас раз. Потом здесь. Потом здесь. Нет, ошибся. Здесь. И где-то здесь тоже можно взять. В общем, так. Поэтому гитаристы используют немного другой язык, чем ноты. Ну, мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. Да? Все, со струнами мы разобрались. 6. Да, 6 штук у нас. Как правильно гитару держать, тоже мы знаем. Еще у нас вот такие вот, видите, полоски есть. Да. Зачем Тебе было интересно, вот на вот эту вот разделительную палочку жать или вот где-то посередине? Нет, то есть, даже не на палочку, где-то ближе к палочке. То есть от середины мы отходим и где-то вот ближе к палочке. Ногти-то как мешают. Очень сильно. Ой, сыграла. Ну, надо только не так, а так.
под другим углом. Нужно играть. Получилось. Так, то есть мы вот так прижимаем не на палочке, а ближе к палочке. А вот тут у меня пропадает звук. Почему? А я потом об этом позже объясню. Сейчас я объясню. Это, к этому мы придем сейчас. То есть надо понимать, что мы должны максимально чисто зажимать на вот этих вот полосках. Полоски называются у нас ладами. Лады, да, они у нас тоже как струны тоже имеют свои номера. То есть у нас первый лад, есть второй, третий, четвертый, пятый и так далее. У вас то же самое. Вот где у вас первый лад? Вот первый, да, вот Второй, соответственно. третий, да, четвертый, пятый и так далее. Для того, чтобы было удобно искать нужный лад. То есть смотрим сюда и все, глаза разбегаются. Думаем, где бы взять, допустим, пятый лад, а нужно сыграть его максимально быстро. То есть там бац, там типа того. Не будем же мы там 1, 2, 3, 4, 5 искать. Да? То есть поэтому как здесь видно, здесь такие вот точки. Маркеры используются, а у нас их нет. Но нет, они есть, только они у нас имеются сбоку. Вот тут вот. А, вот они, друзья, оказывается, вот то, чего, наверное, многие, тем более любители и дилетанты, как я, никогда не замечали. Оказывается, вот эти точки, которые есть на... Это бас-гитара? Нет, это электрогитара. А, электрогитара? Чуть кивнул. А это как называется? Гитара Нет, какая? это классическая. На классической гитаре располагается вот здесь, оказывается. Да. Как правило, маркируют вот такими вот точками. 3, 5, 7, 9 и 12. И бывает тоже 15, 17 и тоже нечетные туда. У меня 5-й промаркирован. А у вас на 5-м 5-й, появляется первый. 7-й, 9-й. И И сейчас 10, 11, 12. 12, да. Если гитара, жутко дорогая для какого-то конченого профессионала, там может быть только одна точка, а может точек не быть вообще. Якобы он должен сам прям, уже не глядя, ориентироваться по всему грифу. Видимо, с таким подтекстом имеет в виду. Так, с этими мы тоже разобрались. То есть у нас есть тоже струны, есть лады. Так, еще у нас есть наши пальцы, которыми уже необходимо зажимать. Тут очень важно выяснить, очень самое оптимальное положение на левой руке. Как зажимать. То есть многие тоже не обращают на это внимание, получается поэтому грязно. Как тоже вы об этом сказали, почему у вас не получается. Да, она у меня глухая. Да, здесь нужно... Ой, нет, я пошутила. Но она местами глухая. Местами, да, то есть где-то есть, где-то нету, где-то пропадает. Вот, тут очень важно понимать, что у нас тут 5 пальцев, и один палец мы будем ставить вот сюда. Да, большой. Да, то есть, да, большой. То есть это называется тыльная сторона грифа, мы будем ставить его на середину. То есть проводим линию, делим делящую гриф на 2 равные части. И подушечкой пальца вот этим местом мы кладем на середину. Вот так вот. Так? Прилепляем. Именно вот не боком, а вот прямо, чтобы он прямо держался. Так. Примерно вот так вот, да. Вот так вот. Чтобы он у нас смотрел наверх. Вот так вот. Расположили. Это Да, как расположили, точка да. опоры, можно сказать. Да, то есть мы опираемся с одной стороны большим пальцем, и с другой стороны давим этими пальцами. Создаем такое подобие прищепки здесь. В целом можно использовать... У меня что-то получилось. Видите, я же говорил. Видите, что-то уже получается. Что-то получается, да? Что-то получается. Какая-то Так вот. Испания у меня пошла. Что-то типа того, да. Так вот, многие спорят, значит, не спорят, а есть заблуждение, что якобы нельзя ставить большой палец вот так вот. Сверху. Не то чтобы сверху, а вот как бы использовать как в качестве опоры не подушечку пальца, а вот именно вот. Фалангу. Типа флангу, да. Может так. Я не знаю, я так играю. Играю, работает нормально, да. То есть, в принципе, можно так делать. Ничего страшного в этом. Лишь бы он сверху там ничего не мешал, когда не нужен. Главное, чтобы он не был вот именно вот так сверху. То есть, чтобы кисть, чтобы эти пальцы были вот тут. Чтобы они могли зажимать. То есть, самое неоптимальное положение большого пальца, которое ставить, вообще лучше не ставить. Это, во-первых, нельзя ставить его вот так вот, то есть боком. Да, вот так ставить нельзя. Нельзя ставить его с опорой ногтя вот сюда, вот тоже не стоит вот так ставить. И тоже нельзя ставить его вот так вот. Вот так тоже. Да, многие делают и тоже. У них болит большой палец, потому что давление, рука не привыкшая,
и болит, и поэтому они вот так вот стараются его спасти. Ну, теряется гибкость кисти, то есть пальцы тоже, и теряется вот именно сама опора. Пальцы съезжают, кисть сама тоже съезжает с грифа. Хорошо, так, с большим пальцем мы разобрались. Да. Так, давайте поставим его Вот правильно. тут, То вот есть тут. вообще надо именно кисть выгибать, чтобы у нас, как это называется, запястье? Да, Да. да, чтобы у нас было Предплечье таким, же. предплечье, я думал, вот предплечье. Это плечо. Не, это вот это плечо. Да? Понятно. Значит, предплечье, да, предплечье. То есть оно должно быть у нас параллельно полу. Вот так вот должно быть у нас параллельно Так? полу. Да, примерно. То есть мы как бы обхватываем вот так вот, как будто бы мы, ну, берем, не знаю, как будто мы вот берем дрова. Вот так вот берем. Несем. То есть обхватываем большим пальцем сюда. Большой палец должен смотреть у нас строго наверх. Да, наверх, наверх. И теперь как бы кисть выгибаем немного вот сюда вот. То есть кисть должна быть вот так вот в таком положении у нас хорошо. И теперь выясним, какие пальцы у нас остаются. У нас остается палец какой? Ну, указательный, да, средний, это, безымянный, да, мизинец. Они у нас будут тоже иметь свои номера. То есть первый палец у нас будет второй, третий и четвертый, соответственно. Вот так вот. Вот. Все, теперь нам нужно понять, какой палец куда ставить. То есть мы знаем, что у нас есть 6 струн. 6 струн. У нас есть тоже вот эти вот Много ладов. много ладов, да. То есть мы знаем, как по ним ориентироваться, в этой части грифа, в дальней. И знаем, какие пальцы куда могут пойти. Это нам пригодится вот для чтения таких вот схем. Вот таких вот схем. Да, многие думают, что это такое. Но я могу догадаться, что если ориентироваться по цифрам, вот, это 6 струн. Соответственно, Правильно, это правильно. расположение... Только, да, вот тут... Вот тут, так? Да, да, вот именно. Ой, видите? простите. Вот так. Все правильно, совершенно верно. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все совершенно верно. Так, ну это мой максимум. Нет, ну это хорошо. Это Уже точно я кое-что знаю. поняли, да, это струны. Это струны? Тональности я хотела сказать. Ну, по нотам, по нотам. То есть вот ми, си, соль, ре, ля, ми. Ну, именно как это, западное значение, латинское значение струн. Это у нас, видите, 1, 2, 3, 4. Это лады. Это лады, да, вот. То есть у нас показан первый лад, показан второй лад, третий и четвертый. Здесь у нас в кружках тоже с цифрами. Цифры видно вам, да? Мне да. Видно, да? Вот тут. Зажимаемые струны, получается. Нет, вот зажимаемая струна. А вот это вот третья переменная в нашем уравнении. У нас есть ось как Бой? Или как это? не совсем. Вот мы выяснили, что у нас есть струны есть, лады есть, а еще у нас есть Пальцы. пальцы. Вот пальцы. То есть это наши Пальцы. с их По номерами. По номерам. Если, ну, такой небольшая ремарка. Если мы видим, тут плохо видно, конечно, пустой кружок, это пустой кружок. Тут мы- Вот, которые в углу. Да, вот, допустим, вот это у нас струны, которые мы не зажимаем, но играем. Так называемые открытые струны. Вот так, открытые. Ну, которые мы не зажимаем, но мы играем. Вот это. Правой рукой. Правой рукой, да. А цифры 2, 3 это пальцы расположения их здесь. На которые ладах, мы да, на зажимаем. ладах, то есть, которые мы должны зажать. То есть давайте посмотрим. То есть мы видим, что у нас есть первая струна. На ней стоит Она пустая. пустая, да, кругляшок. Вот она. Пом. Потом у нас есть какая струна? Вторая. Там тоже стоит кругляшок, да? Тоже. Потом у нас есть Третья. там тоже стоит кругляшок. И вот тут видите, четвертая струна. Это в какой лад мне его зажать? Это во второй. Это значит вот здесь. Вот здесь. А какой нам палец нужен? Так, это должен быть третий палец. Значит, это так, средний. И средний указать. Вот у А, нас. нет. Безымянный и средний. Это просто безымянный должен быть. На четвертую струну ставим. На четвертую. Давайте читаем. Так, 4. Раз, два, три, 4. Вот четвертая она. струна, да. И вот нам нужен тут безымянный палец. Так, Безымянный это вот палец. здесь. Так, безымянный. Первый, что ли? Не, безымянный это у нас безымянный третий. То есть вот этот вот. А, вот так? Ага, вот так. Вот так. Попробуем. Вот. Вот. Да. Какие попробуем. Честно. длиннючие ногти. Ага. Поэтому совет: обрезайте ногти, прежде чем ходить на гитару. Ага. Да, мы жертвуйте своим маникюром. Какие жертвы? Так, теперь у нас какая
струна идет Так, дальше. струна идет пятая, это вот Пятая. сюда, вот так. Эть. Но лад какой там стоит? Лад какой? Ряд также стоит второй. Второй, да. А, не сверху вот так? Да, А вот чего так одним пальцем не зажать? А, он не Ну, зажмется, да? Так не зажмется, да. То есть нужно, если мы зажимаем по одной струне, ну, попробуйте. Ну, так, вот, по-моему, вот так и... Оно? А Ну, теперь вы как правильно надо. Вот так берем, Так. как два пальца. Оп. Угу, так, так. приложили. Приложили, да, и зажимаем. А, сверху надо вот так. Да, Ой, да, простите, да. простите. Подушечками пальцев, подушечками. Так, ну, подушечки у меня... До подушечек у меня тут далеко. Угу. У меня тут... Так, еще раз вы. Так. Угу. Получилось? Получилось. Минорный аккорд. Так, Ми минор. это у нас был ми минор. Ми минор. Ми минорный аккорд. Так, а вот если прям вот, ну вот некуда мне сейчас их в данный момент деть, я обречена про ногти? Ну, как бы я так видел, что многие играют. То есть люди там, не знаю, и пальцами ног могут играть. в Ну, это, целом. наверное, они уже играют, потому что уже им умеют, да? Не, но Вот все равно так. они как-то, они же тоже, когда учились, они тоже не умели. Не бывает так, чтобы ты захотел и тут же научился. То есть тоже это большая работа, большая практика тоже. Так, давайте еще раз попробуем. Угу. Чуть-чуть пониже, вот чуть-чуть пониже средний Кого? палец. Вот этот? Да, средний палец чуть-чуть пониже. Так. О, да, и теперь пробуем. Ну, тоже аккорд получился. Тоже аккорд. Тоже аккорд. Ух ты. Так, когда мы будем играть «Звезда по имени Солнце»? Так, ну сперва нам бы сделать сперва бы кузнечика. Ну, давайте Хорошо, кузнечика. давайте. Да. Тут нам нужна доска. Всё, Испытано на себе. Так, поехали, да? Так, ну, мы рассмотрели только один способ, как можно заниматься. То есть, ну, учитывая, что вы уже умеете читать такие вот штуки, они называются аппликатуры. Так, ну, это показывает, куда ставить тоже пальцы. Да? Ну, схемы. То есть, ну, если вы можете дома заниматься уже по Ютубу самостоятельно, то есть все эти вот схемы, они все есть в интернете. То есть это придумал не я, это уже есть. Но Есть- они какие-то стандартные, да? Да, да, Базовые, они так самые скажем. стандартные. То есть они изображены здесь, они вот, если видите, там изображены тоже там, дублирую их. Вообще, как бы, они везде есть. Как бы, это самый такой стандарт для гитариста. Вот. Еще есть второй способ, как тоже читать музыку, записывать. Ну, и какие-то свои тоже мелодии. Ну, такой аналог нотного стана, только на гитаре. То есть здесь тоже показано 6 струн. Если там я указывал, куда какие пальцы ставить, какие лады, тут просто указываю, какие лады и все. Ну, сейчас научимся. Да. На самом деле это очень просто. Хорошо. Это адски просто. То есть, что мы тут будем делать? Я буду выбирать струну какую-нибудь, ну, выбираю первую, и рисую лад, на который нужно будет зажать. Весь его, что ли, зажать? Нет, я же говорю еще раз. Мы А, на выбираем- пятом ладонь зажать, вот. Да, все. И Ой, сыграть. я, кажется, поняла, что это Да, будет. да, да. В траве сидел кузнечик. Супер. Ага, Конечно, давайте. основа основ. Итак, мы сделали 5-й лад. Тут как текст. Там, я сегодня пришла на уроки гитары. Прям пошагово. По слогам. По слогам. Что-то вроде того. Даже по буквам, наверное, может быть. 5 и потом рисую 0. Что такое нолик? Нолик – это открытая струна, которую мы не зажимаем. А, сейчас, подождите. Да. Все, у меня стараемся. уже аккорд. Ой, интервал, вот. всё. Интервал, И да. интервал Крутого получился. интервал получился. Да, стараемся прижимать как можно ближе вот к этой вот к железке. Вот к Так. другой, да, сюда. Тын-тын. Дальше что? Вот щас тын-тын. нарисую. Мне не хватает тын-тын. Тын. Так, это 5-0, 5-0, 5, 4, 4. Так, пробую. Это раз, а это два. Ну, типа мы закрыли. Так, 4-0, 4-0, 4, ой, 5 и 5. Так, 4, 5.
Так, 4, 0, 4, 0, 4, 5, 5. 5. Чуть сильнее, чуть сильнее. Все. Вот и Супер. всё. И заново тоже. Тара-тара-тара-ра. Так, 50, 50, 54, 4. Нет, опять 0. Ну, я так запомню. Хорошо. Так. Так. Так вот, да? Ну, чуть сильнее надо. Опереться нужно большим пальцем. Видите, вот то, что я говорил, да, то есть нужно опереться большим пальцем. Сейчас, еще раз. На камеру. Все. Зелененький он был. Совсем как в траве сидел кузнечик. Совсем как огуречек. Совсем как огуречек. Зелененький он был. Зелененький он был. Зелененький он был. Ну, типа того. И еще раз все, давайте. Посвящается всем нашим любимым телезрителям, всем, кто смотрит нашу программу. Эту композицию я посвящаю специально вам. А вы мне там бой замутите. Я даже... Ага. Давай. Давайте что-нибудь драматичное такое. Давайте. Раз, два, три. В общем, я надеюсь, друзья, вы поняли, что я очень сильно стараюсь для вас и для того, чтобы вам было приятно смотреть наши программы. А мне всегда приятно петь для вас, снимать для вас и играть на инструментах. Ну и, конечно же, получать новые навыки, за что вам, Дмитрий, большое спасибо. Это вот прям для человека с очень длинными ногтями и гитару, державшую только раньше для фотографий, не более. Это прям, наверное, мой большой новый навык. Большое вам спасибо. Хорошо, вам спасибо. Испытано на себе. Ну что, друзья, мы попробовали научиться играть на гитаре. Моя задача, моя цель была научиться играть мелодию группы «Кино» Виктора Цоя. Ну, как видите, у меня получился только в траве играл кузнечик. Попробуем подойти поближе к своей второй мечте, а это именно научиться играть на барабанной установке. И я уже даже подготовила песню, которую я бы хотела бы попробовать барабанную партию, ну, хоть немножечко приблизительно ее исполнить. Это будет группа «Рамштайн», композиция «Radio». И вот Артур же, да? Да, здрасте. Артур мой сегодня преподаватель, а я ваш верный подаван. Все, давайте, начинайте. Давайте, наверное, начнем в первую очередь знакомство с, так сказать, с самым инструментом, да? То есть перед вами сейчас электронная ударная установка, да? То есть это электронный формат, вариант. Вот это большой барабанов. Да, большой барабанной установки. Да? Среди всей этой кучи инструментов, да, среди всей вот этой кучи ударных инструментов, да, можно выделить три основных инструмента, на которых мы будем, получается, с вами работать. Первый инструмент у нас это бас-бочка. Вот она. На ней мы играем правой ногой. Пам, пам, Да, с пам, помощью пам, ноги. пам, пам, пам. Отлично. То это, по-моему, хорошая альтернатива, если кто-то хочет научиться, живя в многоквартирном доме. Да, ну, там еще есть небольшой такой нюанс. То есть бывает иногда Она люди, когда включена? играют. Да, можете попробовать, можете наушники надеть. Бывает просто, А когда... чтобы наши телезрители... Мгм. А нет, это не отключено. Отключено? Где? Мы ее не включили. А потом, чтобы я захотела, чтобы наши телезрители оценили звук. Так, все. Да, есть. Там. Все, супер, классно. Ну, как вариант, можно будет колоночку еще принести. Все, хорошо. Мгм. Так, это бас-бочка. Это бас-бочка, да, на ней мы играем правой ногой, собственно говоря, с помощью педальки. Ага. Дальше у нас идет очень важный инструмент. Это малый барабан. Еще его называют рабочий, еще его называют снейр. То есть как вам удобно. Хотите, называйте его снейр. Можно называть не полностью малый барабан, можно его просто назвать малый. Малый. В чем его особенность? Вообще, в принципе, как у нас, вообще какая структура у барабана? То есть есть основной корпус, да, верхний пластик, ударный называется, да, и резонаторный пластик. Все они крепятся на болты. И вот особенность малого барабана заключается в том, что на резонаторном пластике крепится специальный
получается такой вот подструнник, который добавляет малому барабану особое звучание, то есть шуршавость вот эту. И этот подструнник у нас опускается и поднимается с помощью специальной машинки. Вот, наверное, слышали, как звучит маршевый барабан? Конечно, вот это вот. Исполняют всякие различные армейские такие Так. марши, да? Исполняются они у нас, грубо говоря, на малом барабане. То есть малый барабан. Он это еще может быть не ближайший статичный, он еще может быть на шее при Да, необходимости. только там уже нужно будет еще А постановить. бас-бочка, она вот такая большая. Да. Такая Совершенно туф-туф во время парадов. Круто. Мгм. Дальше у нас идет следующий инструмент, очень важный, это тарелка хай-хет. Даже не то, чтобы Хай-хет. одна тарелка, да, это, грубо говоря, это конструкция из двух тарелок, да. Нижняя тарелка называется bottom, верхняя тарелка называется top. Вот, я У думаю, хай-хета есть... как если бы, так попробовать, наши телезрители услышат. Вот, я попробую так. Слышно? А это малый. Там датчик сломанный, нужно сюда выбить. А, так? Ну, ладно. А это был вот этот. Да. Бас-бочка. Бас-бочка. Ну, это не мой сустав, если что, скрипел. Ладно, продолжаем. Хай-хет. Хорошо, хай-хет. У хай-хета, в принципе, есть отдельная такая стойка, да. У этой стойки есть специальная педалька. И на эту педальку крепится специальная такая железка, называется шомпол, да. Вот это педалька. Ну, тут типа имитация, но на самом деле имитация лучше вот на этой установке. Ну, ничего страшного. Это, грубо говоря, два блина. Да, два блина, друг на друга. и Пам, на верхний пам, блинчик, пам. да, у нас есть вот такой вот замочек специальный, который крепится как раз к шомполу, который прикреплен к педальке. То есть, когда мы зажимаем педальку, грубо говоря, у нас вот механизм из этих вот двух блинчиков, он соприкасается друг с другом, и происходит как бы... вот это- Дребезжание вот это. Да. И с помощью этой педальки мы можем регулировать динамику. То Вот, есть друзья, можем, слушайте. Пам-пам-пам-пам. да, и можем, получается, регулировать динамику. То есть, если мы хотим более динамичного такого звука, да, вот у нас шипящий такой звук. Если мы хотим более собранный звук, более такой вот чистенький, аккуратненький, да, педальку зажимаем, Педаль зажимаем. и происходит вот такой вот тихий удар. Все. Также у нас, помимо вот этих вот основных инструментов, да, то есть бас-бочки, малого барабана и хэта, есть еще другие инструменты. Это тома, первый том, второй том, напольный том. Также можно их вместе назвать том-томы, либо просто тома. Том-том. Да, сгруппировать в одну кучу. И также есть тарелка крэш и тарелка Крэш, райт. это типа битое Да, стекло. типа такого. И тарелка райт. Она прям поглуше всех, да? Ну, сама по себе вот тарелка райт, она у нас такая вот большая, плотная, и, соответственно, звучит очень так вот низасто. Вот. Ну что, давайте теперь начнем. Давайте. Да? Первое задание у нас будет состоять из 8 нот. Вообще, в принципе, у нас ударная установка, в принципе, ударные инструменты, да, ну, включая ударную установку, да, это не мелодический инструмент. Соответственно, до, ре, ми, фа, соль, си у нас нету. Ноты у нас присутствуют чисто в виде длительности. Вообще задача ударника, да, является проигрывать все ритмические рисунки, да, то есть поддерживать ритм. И чтобы начинающему ударнику с этим справляться, нужно научиться просчитывать все вот эти вот доли. На доске расписан бит 8 нотами, да, как мы будем считать эти 8 ноты. Если что-то непонятно, вы можете сразу же вопросы Я задавать. вспоминаю. Ага. Я так люблю хвастаться, что у меня музыкальное образование, а сейчас абсолютно не могу ничего вспомнить. Как будто бы набрала. Ага. Как мы считаем 8 ноты? Очень легко. Берем 4 доли, да, то есть 4 циферки, Раз, и на два, каждую цифру три, добавляем четыре. счет «и». То есть раз, Раз, и, и, два, два, и, и, три, три, и, и, четыре, четыре, и раз, и два. То есть не останавливаемся, да, как упражнение на физкультуре без остановки. Сразу в начало и продолжаем все по кругу. Попробуем вместе, да? Да, конечно. Ага. По куда я бью? По где? Давайте просто пока нахлопаем. Хорошо. Мгм. Так, не... Ну, не убежит, надеюсь. Мгм. Так, давайте. 3, 4. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. 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 Замечательно. Теперь все вот эти 8 ноты, которые мы с вами нахлопали, нам нужно будет вести ведущей рукой, то есть, наверное, правой. Правая, да. Ага. Правой рукой закрытый хэт. Вот этот. Да. То есть Я его педальку, зажимаю да, педалью. зажимаем, и правой рукой просчитываем все вот эти вот 8 доли, которые мы с вами нахлопали. А давайте все-таки колоночку быстренько подключим. Давайте попробуем, да? Испытано на себе.
Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и. Отлично. Ну, вообще супер. Я могу на стендапах выступать. На схеме я хай-хет обозначил вот такими вот крестиками. Хэшками. Мгм. И получается у нас под каждым счетом расписан вот этот вот крестик хэт, да? Теперь Ой, давайте догадаюсь. Вот это вот черненькое, это, наверное, нет, это базбочка, да. бас-бочка, значит, вот пустой. Да, пустой это у нас получается малый барабан. Давайте теперь добавим, собственно говоря, да, к нашей конструкции базбочку. Так, Базбочка это у нас в принципе такой инструмент, который задает как бы определенную ритмическую пульсацию. Да? И эта ритмическая пульсация у нас может постоянно меняться. То бишь, базбочка может стоять абсолютно на разных долях. Но я сейчас расписал самую простую вариацию, чтобы нам было проще с вами разобраться. То есть она по нечетным идет. Первая, третья, первая, Да, третья. да. И четные мы игнорируем. Да, и вот с этой вот конструкции, которую мы с вами сыграли, да, по хэту, добавляем, получается, базбочку. Еще раз повторюсь, вот она у нас. Ага, все, попробуем. начинаем. 3, 4, раз. Ой, окей. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три. Давайте. Заново. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и. Замечательно. Можно, если что, не спеша. То есть в медленном темпе отрабатывается все идеально. Так, теперь давайте к нашей этой конструкции общей, да, добавим малый барабан. Малый барабан у нас всегда будет играться левой рукой. Ну, не то чтобы всегда, то есть в этом бите у нас играется чисто на левой руке. Малый барабан стоит всегда на второй и на четвертой доле, то есть на счет 2 и на счет 4. Это называется бэкбит, то есть основное такое правило. Играем левой рукой. Так, мы соединяем Совсем ногу, руку, да, давайте. Раз, и два. Ага, и получается левая рука у нас, да, Раз. играется вместе с правой рукой, то есть одновременно. Пам. Совершенно верно. Так, Раз, 2, 3. раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три. Ага. Еще раз? Можем Еще помедлить раз. сейчас. Нет, я прям тороплюсь. Мне кажется, я вот начинаю ловить волну и потом сбиваюсь от того, что это от неопытности. Раз, два, три. Раз, и два, и... Всё. Все-таки давайте попробуем не спеша. То есть, Давайте. когда человек, в Хорошо. принципе, не спешит, отрабатывает все действия в медленном темпе, мышцы к этому привыкают, и в дальнейшем, в принципе, Всё, человеку хорошо, проще давайте. адаптироваться. Ваша правда. Три, Раз, 4. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре. Ага, следим за левой рукой. То есть Окей. она у нас играется чисто на второй, на четвертой доле. То есть на четных числах. Да? Ой, у меня аж Честно говоря. спина напряглась. Не нужно напрягаться, от этого нужно сейчас на раннем этапе лучше избавляться. То есть плечи, да, в принципе, лучше ближе к корпусу. Но не стоит слишком прижимать, то есть все максимально естественно. Все, давайте Расслабленно. еще раз. 3, 4. Раз, и два, и три. На счет 3 у нас бочка. Ничего, ничего. Раз, Два, и три. еще раз. Чуть помедленнее можем. 3, 4. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три. Ничего, ничего. Еще раз Нет, попробуем. я это сделаю, я это прям добью. И темп я потом увеличу. 3, 4. Раз, И два, и три, и четыре, и раз. можно даже, да, сделать такой вот небольшой анализ, да? То есть можем взять бит, условно, да, разделить его на две половинки. Обращаем внимание на первую половинку, да, Ага, и на вторую. Что-нибудь поменялось? нет. То есть можем просто вот первую часть сыграть и просто они по кругу её одинаковые. повторять. Да, они у нас одинаковые. Так, ладно, все. 3, 4. Раз, и два, и раз. Раз, 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 и два, и раз, и два, два, раз, два, раз, два, раз. Еще, кстати говоря, насчет педальки, да, то есть после удара не стоит ногу сразу же поднимать. То есть лучше совершить удар и оставить колотушку, да, на пластике.
То есть так будет меньше лишних вот этих вот звуков. И, соответственно, звук, в принципе, Тогда атака это будет более не мощной. отвлекает. Мгм. Раз, и, два, и, четыре, и. Раз, и, два, и, четыре, и. Кстати говоря, немножечко насчет палочки на левой руке. То есть нам нужно соблюдать вот этот вот замочек. То есть палочка у нас в руках не должна просто вот так вот как-то болтаться, да? То есть мы крепко, уверенно ее держим. Но при этом сам хват у нас расслабленный. Мгм. Попробуем? Вот Да, так, да, да? совершенно верно. То есть это как вот по прыгунчикам, вот, допустим, мы играем, либо, допустим, баскетбольный мяч. То есть когда мы вот подаем атаку, энергию, получается, мячу, и после этого мяч отскакивает. То есть мы вот это вот чувствуем и подаем уже следующий удар. То же самое у нас с палочкой. Мгм. Попробуем? 3, 4. Раз, и, два, и, четыре. Раз, и, два, и, четыре, и. Раз, и, два, и, четыре, и. Раз, и, два, и, четыре, и. Отлично. Супер. Супер. Получилось. Сколько мы времени потратили? Ну, минут 15 от силы. Где-то так. Ну, все люди, то есть, требуется разное количество времени. То есть, бывают людям не хватает получаса, чтобы разобрать это задание. Бывает, людям достаточно 5 минут, чтобы полностью все это разобрать. То есть, люди все по-разному воспринимают информацию. Ну что, подводя итог, друзья, если у вас есть чувство ритма, если вы любитель, слушая музыку в наушниках, где-нибудь, может быть, в машине, может быть, на работе, напевая мелодию, вы любите пристукивать ногой, соответственно, соблюдаете ритм, то вам достаточно будет 15 минут для того, чтобы освоить тот самый базовый ритм, который есть абсолютно, мне кажется, в любой композиции. Совершенно верно. Так что все это, друзья, доступно, все это понятно и все это оказывается постижимо. Большое вам спасибо! А мы с вами увидимся в следующих выпусках. Испытано на себе.